Я знаю этого человека. Он впервые встал как вкопанный кролик перед светом фар, когда встретился взглядом с женщиной спустя 8 лет. Эти годы, в которые умирать рано, а любить уже поздно, очень плохие. После столького пути, после людей ты чувствуешь, как будто находишься перед огромной вывеской. Ирфан растратил свою жизнь в неправильном месте. Также оттолкнул от себя эту прекрасную любовь. Даже если все понимают по-своему причины расставания. Для меня есть лишь одна причина – это деньги. Потому что в мире все связано с деньгами. Все истории, все люди. Все деньги, отдавшие жене. А этот, создавший империю с нуля. А это живет на выигрышной земле или с богатыми родственниками. Все истории этих людей, которые считают себя умными, абсолютно разные. Есть и те, кто нашел любовь при помощи денег. И те, кто понял, что ошибся, наделав кучу всего, чтобы забыть женщину, которую любил и считающий, что забыл. И самое важное, на мой взгляд, вот что. История того, что ты остаешься между выбором сердца и ума. И выбрал ум, но потом сильно об этом пожалел. Иляй, что ты здесь делаешь? Что ты творишь? Пусти руку, Сулейман. Что значит «отпусти»? Спасибо вам большое за то, что пришли сюда. Идем. Мы ждем друзей, которые хотят вложить инвестиции в это дело. Пусти мою руку. Не отпущу. Еще раз спасибо за то, что пришли. Спасибо. Что она здесь делает? Потом расскажу. Что она тут делает? Смотри в лицо людям. Или мне тут тебе рассказать? Хорошо. Иляй! Пусти! Иляй, что ты тут делаешь? Что ты затеваешь? Иляй, ты хочешь свести меня с ума, женщина? Эти люди обманули меня. Какова твоя цель? А ты кто такой? Ты что, мой официальный хозяин? Следи за своими словами. Хорошо. Хорошо, давай успокоимся. Начнем сначала. Что ты здесь делаешь? Что это только что было? Спроси у своей жены, Сулейман. Спроси у госпожи Кудрет, она расскажет. Иляй! Ты ее сюда привел. Брат, в чем твоя проблема? Чего ты добиваешься? Что я могу затевать? К тому же Сулейманом, брат, во что я вляпался? Разве не ты сказал, что важно убедить первого человека? Скажи спасибо, что Иляй пришла. А если бы она не подняла руку? Ты сработал за моей спиной. Ирфан, у тебя сын болен, нам нужны деньги. Ты ведь готов пойти на все, чтобы найти деньги? Растерялся, увидев первую любовь? Да ну тебя. Иляй, куда ты? Иляй! Стой, Иляй! Что это значит? Кудрет тебе что-то сделала? Иляй! Кто я для тебя, Сулейман? Отвечай, кто я для тебя? Что значит кто ты для меня? Ты моя женщина, ты моя любовь. Хорошо, тогда я спрошу по-другому. Как меня называют твои сотрудники, твой сын, например? Они тебе ничего не говорят, потому что ты мужчина и хозяин семьи. А что они говорят про меня, Сулейман? Как называют женщин, которые развлекаются с женатыми мужчинами? Кто имеет право говорить о тебе? Я им эти слова засуну в одно место. Засунь-ка. Сначала, например, ты можешь начать со своей жены. Ладно? Твоя жена пришла ко мне домой и сказала мне то слово, которое ты не можешь сказать, и даже больше. А потом она бросила мне в лицо деньги и ушла, а я пришла их вложить. Теперь ясно? Иляй, Иляй, стой! Иляй, куда ты? Я иду в ад. Спасибо большое. Вместе у нас получится еще лучше. Сколько денег вложил господин Сулейман?
Не могу сказать, но он вложил очень неплохие деньги. Мы не хотим всех привлекать в это дело. Всего доброго. Увидимся. Здравствуйте. У нас получилось, профессор? Ты мне солгал. Я не врал тебе, если бы ты спросил, я бы сказал. Чего ты психанул из-за того, что Сулейман был тут? Эгомен. А что поменялось бы, если бы ты знал? Кто нас спас из рук Сулеймана? Кто нам дал данные? Иляй нам нужна, особенно тебе. Мне не нужна ее помощь, и не вздумай устраивать мне встречи с ней. Так и не получится. Господин Сулейман свою большую любовь. Ты все еще называешь его господином. Меня с Сулейманом познакомила Иляй где-то год назад. Какая разница, я не хочу этого знать. Иляй дорога Сулейману, знай только это и все. Он не должен знать о вашем прошлом, иначе нам конец. Послушай, Эгомен, мы начали с тобой путь. Я должен доверять тебе, ты понимаешь это? Понял меня? Я понял, я отвечу на все, что ты спросишь. Пошли. Сулейман ждет нас. Пошли. Как это будет, Сулейман? Как это будет, не избавившись от меня? Проблема, Кудрет, это не твоя проблема, а моя. Отныне она не сможет ни слова тебе сказать. Я сам ей отвечу как надо. И как же? Я ухожу. Куда? Повидать Нихир. Она начала работать. Хорошо, подожди немного, поедешь. Ялчан! Скажи, чтобы срочно перевезли вещи госпожи Иляй. В квартиру, которая в Плазе? Чтобы не было потом проблем. Правильно, туда больше нельзя. На самом деле, вилла тебе больше подойдет. Будешь свободно там жить, хочешь? Ялчан, пускай будет самое лучшее. И уладьте дела с бумагами. Хорошо, но стой, у нас дела. В чем проблема? Не что, а кто? Госпожа Кудрет. Конечно, господин. Конечно, как пожелаете. Хорошо, господин. Забери же это из моих рук. Госпожа Кудрет, мне нужно срочно уехать. Господин Сулейман приказал. Сказал, чтобы я оставил вас и приехал. Конечно. Он якобы меня наказывает. Давай, езжай, езжай, давай, подхалим. Ха. Думаю, что я сама не смогу вернуться. Тупица. Убирайся же, боже мой. Хикмет! Хикмет! Иди возьми это у меня. Аллах, Аллах. Котенок! Джинджер, ты не встретишь мамочку? Дорогой. Джинджер! 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 Джинджер, где ты, сынок? Что тебе, Сулейман? Говори быстрее, я занята. Что такое? Что ты ищешь? Если ты удержала в доме уважение и почет, то и не восполнишь это больше. А также слугу и водителя. Ты меня воспитываешь, что ли, а? Думаешь, я не смогу приготовить суп или убраться в доме?
Можешь найти нового слугу. Но не можешь купить все то же самое и вернуть на место. Раз ушло, значит ушло. Сулейман, ты что-то сделал с собакой? Сулейман. Сулейман, где Джинджер? Подумай-ка, что я еще могу сделать. Надеюсь, ты образумилась. Вот и все. Ты подал жене урок? Она получила сообщение, ты не переживай. Тема для тебя закрыта. Эта тема сейчас закрылась. Говори, пусть найдет себе что-то, что может купить за эти деньги. Хорошо? Это все твое. Купи в новый дом все, что пожелаешь. Не хочу, Сулейман. Деньги. Мои деньги трать с удовольствием. Моя султанша, не расстраивай меня. И не думай об этом вообще. Госпожа Кудрет, госпожа Иляй рассказала? Не называй имя этой женщины в этом доме. В одном предложении с моим именем не используй. Ты найди мне Джинджер. Аллах. Куда убежала эта маленькая собачка? Куда убежит? Джинджер разве может убежать? Господин Сулейман, лишь Аллах знает, куда я его запрятал. Ты пойди и спроси во всех приютах. Хорошо, я решу. Во-вторых, эта женщина. Та важная личность. А? Найдешь мне всю информацию о ней. Разузнай про весь ее род. Ее мама, папа, братья, про всех, кто у нее есть. Все узнаешь и потом мне расскажешь. Раз уж ей не понравились наши деньги, мы будем искать другие пути решения. Да? Хорошо, госпожа Кудрет. Зачем приехала? Видишь, я в порядке. Можешь уйти. Нихир, ты должна продолжить терапию. Не можешь оставить у тебя встречи, поезжай. Не нужна мне терапия. Я вполне здорова. И не думаю о самоубийстве. В офисе сказала, что пищевое отравление. Тема закрылась. Можно мне салат? Нельзя со Сгюром в одном офисе. Почему, не понимаешь? Почему? Ты страдала достаточно, Нихир. Найдешь другую работу, не сможешь, что ли? Да, легко найти новую работу. Нихир! Нихир, послушай меня. Что будешь делать, когда начальник узнает, что ты с его зятем, Нихир? Ответь мне, пожалуйста, ты сможешь вынести этот позор? Хватит уже! Оставь меня в покое, оставь! Никто ничего не узнает. До тех пор, пока Асгюр не разведется. Какая же ты наивная девушка! Ты веришь, что Асгюр разведется, да? Да, разведется. Потому что Асгюр любит меня. Он снова обманул тебя. А ты поверила. Асгюр не разведется. Поняла? Нихир, смотри в будущее. Продолжай жить. Ты еще молодая. Расстанься, уволься. Легко же, да? Легко расставаться, когда любишь. Не говори глупости, будто ты не влюблялась. Ты не учи меня, следи за своими отношениями. Спроси у себя, где ты допустила ошибку. Я оставил госпожу посреди района, а собаку отвез на дачу. Аллах, что происходит? Столько гнева? Я тебе скажу, точно спор между мужем и женой. Эртан! Держи это.
Этот тип пристает к тебе? Нет, господин Хакан, разве такое возможно? Правда, не посмеет рядом с нами. Но если вдруг, то ты скажи мне сразу. Легкой работы. Добро пожаловать. Извините, господин Хакан. Добро пожаловать. Тебе повезло, Эгомен. Слава богу, твоя голова все еще на плечах. Но следи за своими действиями. Здравствуйте. Скажите господину Сулейману, что мы пришли. Конечно. Я отвечу и сразу же приду. Это была очень интересная презентация. Что это значит? Я бы послушал твои советы. Вы были разозлены. Я больше помню это, чем самоуверенность. Я спрошу у тебя кое-что. Деньги и правда так важны? Это зависит от ситуации, конечно. Ладно, я скажу, позвони тебе, когда он будет не занят. Ладно, Иляй. Давай, увидимся. Честное слово, я не знаю, что вы пережили, но деньги для меня не проблема. То есть они не так важны. В прошлом я говорил так же. Деньги для меня не проблема. В прошлом. А что изменилось сейчас? Какое дело может иметь такой человек, как ты, с таким, как господин Сулейман? Я пришел, прошу. Он занят. Охранник не нужен был. Мы бы все равно пришли. Я доверяю человеку только один раз. Ты потерял этот шанс. Первая выплата нашего долга. Если дела пойдут так, как мы ожидаем, то это не займет много времени. Мы не так договаривались. Пока есть это. Но если вы все еще хотите, вы можете все сжечь. Себя, свою репутацию и своего сына. Или позволите, я оплачу свой долг по частям. Сядь сюда. Эгомен, ты тоже. Что это была за крутость? Такие разговоры, как будто ты актер сериала. Если бы мы тебя не знали, посчитали бы за человека. Что бы я ни сделал, я сделал это, чтобы спасти ваши деньги, господин Сулейман. Раз вы так прекрасно разбираетесь в инвесторах и добывающих делах, почему вы меня обманули, а? Ответ ясен. У меня не было другого выхода, я был вынужден. Лучше подумайте вот о чем. Когда некоторые, например, вы, живете в таком изобилии, почему десятки голодных, безнадежных людей не крадут, не мошенничают? Если спросить этих бедняков, то я хороший человек. Поэтому они так говорят. Они не хорошие, а трусы. Кто смел, тот возьмет то, что хочет. Вы же ведь не хороший, а сильный. Например, ты все еще жив. Я делаю все, что в моих силах. Но у меня кое-что застряло в голове. Откуда за неделю взялся этот Вавилон, эти золотые рудники? Ешьте виноград и не спрашивайте про лозу, господин Сулейман. У нас тоже есть связи. Посмотрим, увидим. Хорошо. Возьми грецкий орех. Бери, бери, бери. Бери. Этот человек Хакан. Смотри, не доверяй ему, он ненадежный. Что это значит? Будь осторожна.
Брат Салими. Стой, стой, стой. Я разберусь. Что случилось, господин Сулейман? Что они говорят? Я оставил им свободу действий. Посмотрим, куда они пойдут, поймем. Не своди глаз Эгамена и Ирфана. Не беспокойтесь, господин Сулейман. Я упокою их при малейшем движении. У вас есть какие-то пожелания? Стучи в дверь, когда заходишь. Дверь была открыта, очень извиняюсь, я за пустыми. Вы правы. Ладно, как я уже сказал. Ладно. Документы, которые надо отнести на подпись. Ты уладишь, не так ли? Я кое-что скажу, замени меня на пару минут. Проблема Сулеймана — деньги. Пока он будет получать свои деньги, он не будет на нас давить. Если он узнает про финансовую пирамиду, он нас цепится. Не дай бог. Откуда он узнает? Ты знаешь, я знаю. И больше никто не должен знать. Расслабься, он поверил. Что бы ни случилось, ты не расслабляйся. Этот человек не оставит нас в покое. Даже если ничего нет, все равно есть запах, он чувствует. Господин Ирфан! Видел тех, кто сейчас ушел, господин Ирфан, который вышел с господином Агименом. Ты знаешь его фамилию? Поскольку он пришел с господином Эгоменом, я не спросил паспорт. Когда будем смотреть офис? Мне надо и дом найти, но сначала разберемся с этими деньгами. Ладно, операция с Джингизом Асруглу на мне. У нас с одной стороны медведь ревет. Через месяц все заявятся и будут спрашивать, где проценты. Если мы не запустим в систему приличную сумму денег, наша финансовая пирамида закончится. Не кричи. Устроим еще одно совещание. Послушай меня, чтобы никто не очухался, уладь это дело. Увидимся, профессор. Алло, здравствуйте. У вас в конференц-зале было совещание добывающей компании «Вавилон». Там был господин Ирфан, который вел презентацию. Я не записала его фамилию. Может быть, у вас есть? Ладно, конечно, жду. Да, я здесь. Через У, да? Ладно, большое спасибо. Легкой работы, хорошего дня. Минутку, братец, кто вы такие? Куда вы уносите? Это наши вещи. Не знаю, брат, мне сказали выносить, я таскаю. Что это значит? Подождите, подождите. Никуда не уносите, а то обратно притащите. То, что вы делаете, преступление. Я подам на вас в суд. Господин, что это значит? До освобождения еще 4 дня. Где ты ходишь? Где? Я часами тебе звоню. Наш дом обрушили нам на голову, все наши вещи уносят. Я узнала это только после звонка соседей. Я ничего не успеваю, а ты вообще
вообще не в курсе. Господин, как такое может быть? У нас еще есть время на освобождение. Что нам делать с этими вещами? Где нам жить? Мне так приказали, я ничего не могу сделать. Хорошо, но нам ничего не сообщили. Где мы будем жить? Ты сказал, что все улажу. Так ты все решил? У меня не было возможности. Не было возможности. Да, не кричи, мне и так плохо. Как будто это действительно мешает. Где Денис? Тут был. Денис? Денис? Денис. Денис? Денис. Сынок, где ты? Денис, сынок! Денис, сынок, где ты? Денис. О боже. Денис? Сынок, отзовись. Денис! Денис. Денис? Сынок, что ты там делаешь? Я тут останусь. Сыночек, я же сказала, что мы переезжаем. Выходи оттуда. Я не буду переезжать. Это? Иду, зять. Сынок. Помнишь, ты не хотел выбрасывать игрушки, с которыми играл в детстве? Что было потом? Помнишь, ты тоже обрадовался, когда мы отдали все нуждающимся детям? Сынок, мы больше не будем тут жить. Будем жить в другом доме. И вещи отправляются в новый дом. Но смотри, если у нас не будет ни дома, ни вещей, если ничего не будет, машина, обувь, ты не расстраивайся, сынок. Мы купим все новое, купим еще лучше. Главное, что мы вместе. Я ничего не хочу, я останусь здесь. Сынок, если хочешь, то оставайся, но это долго не может продолжаться, ты повзрослеешь. Руки и ноги вырастут. Ты даже, наверное, сейчас вырос на 2 миллиметра. Ты не будешь здесь вмещаться, не будешь здесь бесконечно находиться. Но если хочешь, оставайся. Ладно. Что поделать? Мы скажем, что наш ребенок стал игрушечным. Может, ты себе и друга найдешь. Одного из комода, одного из шифонера. Еще и ты, как ребенок, в шкаф. И будете вместе со всеми играть. Что скажешь? Папочка. Что стало со складом, зять? Пока забудь про склад. Я поговорил с хозяином дома. Наш верхний этаж 2 месяца уже пустой, никто не решается арендовать. Пока туда положите. Никто не знает, зачем нам надо смотреть, что делать. Да не таскайте же, как животные! Брат, вы уже разбили все. Сафет, спасибо. Не за что, Шорин. Разместим вещи и поедем к нам. Мой львеночек. Мы с тетей очень соскучились по тебе. Спасибо, зять, но мы не хотим быть для вас обузой. Ирфан сам все как-нибудь уладит. Будем жить в отеле, пока не найдем дом. Нет уж, что еще? Фунда уже приготовила ваши комнаты. Давайте, пойдемте. Пойдемте.
Добро пожаловать. Тетя, я приехал. Зять, проходи. Спасибо. О, мой Денис. Как ты? Проходи давай. Мы бы поехали в отель, я бы не пришла. Это зять очень настоял. Не говори глупости. Между сестрами бывает такое. Давай, не расстраивайся. Ты ничего не спросишь? Как все было, почему я так сделала? Сейчас не время. Не думай сейчас про это. Минутку, не поднимай, что ты делаешь? Оставь, я сама сделаю. Еще неизвестно, сколько все продолжится. Я уеду на отдых. Не буду в этот раз обнадеживать себя. Ты всегда была полна надежд, а я все портила. В этот раз так все происходит со мной. Ты совсем скоро станешь мамой. Сынок? Сынок, почему разбил статуэтку тети? Боже, разбил так разбил. Смотри, чтобы ты ногу не порезала. Я не могу удержать. Мои руки меня не слушаются. Как ты не смог удержать? Иди-ка сюда, сынок, садись сюда. Что? Иди, садись-ка. Сынок, какая рука? Сожми мамину руку. Сожми мой палец. Посмотри. Сожми. на меня. Смотри, следи за моим пальцем. У тебя голова болит, сынок? Сожми-ка обе. Ты в норме? Я в порядке, папа. Тетя, я могу посмотреть мультики? Конечно, племянник. Пойдем, включим. Я прочитала все сайты и блоги, везде написано одно и то же. Что нельзя подвергать больного ребенка стрессу и нельзя менять его порядок. Ты посмотри на наше положение, Ирфан. У нас не осталось ни порядка, ни дома. Каждый день он у меня спрашивает, когда он пойдет в школу, а я ничего ему не могу ответить. Агамен, мне очень плохо. Мы скорее должны сделать то, что планировали. Сейчас же, брат, сейчас же. Например, сегодня вечером. Bir adam var. Он самый крупный мошенник всех времен. Он попался, когда продавал голландский мост. Часовую башню, трамваю, площадь Таксим, он продал все. Умный человек. Пускай земля будет ему пухом. Он говорит, что люди, которых он обманывал, на самом деле сами были мошенниками. То есть причина, по которой они сближались, это обмануть его самого. Вечером он пришел к ювелиру с браслетами. Магазин закрыт. Перед ювелирным магазином он встречается с одним человеком. Он говорил, что его жена больна, и ему срочно нужно разменять эти браслеты. Если браслеты настоящие, то они бы вышли примерно в 1000 лир. Но он сказал, что и 300 лир хватит. Главное, чтобы жена прооперировалась и вылечилась. Человек, с которым он встретился, сразу смекнул. Он продаст эти браслеты утром ювелиру. И 700 лир заработаю с воздуха, подумал про себя. Он отдал ему 300 лир и забрал браслеты. Конечно, после того, как он утром пошел и сдал браслеты, он узнал, что это подделка. И начал страдать от того, что его обманули. Написал жалобу на мошенника. Но никто ему не говорил. О чем ты думал, когда пытался купить браслеты стоимостью в 1000 лир за 300? Все честно. Он хотел обмануть нашего парня.
К тому же парня, который хотел лишь получить деньги для операции своей жены. Вот и наш говорит, что в жизни он не обманывал никого, кто в этой жизни не пытался обмануть меня самого. Вот. И нам нужен такой же умник. Нам нужен человек, который захочет нас обмануть. Я знаю такого. И мы это знаем. Самое любимое хобби богатых – это выдавать дешевое за дорогое. На здоровье. На здоровье. Давай не будем тянуть. Прошу. Вы их знаете? Нет, я их не узнаю. Я никогда их раньше не видела. Мы предложили вам 20%. Не надо побольше говорить. И вы согласились. Мы подготовились, исходя из этого. Это и был наш договор. Работает. Ну, скажи им, что мы передумали. Мы передумали. Что? Что это значит? Как это? Не делайте этого, вы видели все наши отчеты. Это очень хороший договор. Послушайте, мы больше не сможем найти такие резервы. Если не начнем сейчас, то упустим эту возможность. Бро, это хороший бизнес, поверь мне. Там золотые рудники ждут. Он говорит, друг, это очень хороший бизнес, но золотой рудник ждет нас. Да, бизнес хороший, но они не умеют управлять. Или 40%, или сделки не будет. Да, но вы не можете начать. Если не будет 40%, ничего не выйдет. Что значит 40? Мы так не договаривались. Послушайте, мы пришли сюда праздновать, а вы говорите, что договора не будет. Разве так можно? Минутку, минутку. Если завтра не поступят деньги, то мы разоримся. Вы не можете нас бросить. Он говорит, это нехорошо вообще. Что мы делаем сейчас? Ну и что, они без меня не смогут это сделать. Без меня вы не можете начать это дело. Что это значит? Вы дали слово, сдержите его. У вас на родине дела так делаются? Русские, которых я знаю, не такие бесчестные. Слова его. Господин, что мне делать? Ты уходи. Прости, извините. Простите, извините. Что это такое? Успокойся. Что это за люди? Посмотри, у него же на лице ни капли сопереживания. Мы принесли вам неудобства, простите. Не имеет значения. Спасибо. Приятного аппетита. Он клюнул. Раза 3-4. Может, он узнал тебя? Не думаю. Откуда ты нашел этого русского? Он брат моей русской невестки. Хороший человек. У него есть текстильное ателье в Умране, и мне он должен был, вот и отплатил. Но он хорошо сыграл, и ты был неплох, профессор. Прошу. Джингис Хасаруглу. Ирфан Сайгун. Эгомен Кавалджим. Приятно познакомиться. Этого все не знают, но мне очень нравится. Я случайно послушал. Ваш этот русский друг создал вам немало проблем. В чем его проблема? Не спрашивайте, еще раз извините. Был русский. А потом он ушел, но ситуация стала еще более странной, господин Сулейман. Они сидят и выпивают. С Джингизом Хасаруглу. Ты все равно не своди глаз с профессора и Эгомена, я скоро приеду. Моя королева, у меня срочное дело, пускай Хюсен отвезет тебя домой, я заберу, когда закончу, ладно? Разве можно так, Сулейман? Я столько готовилась. Куда ты идешь? Поехали вместе. Хорошо, ладно.
Пока кажется так, но на самом деле мы ожидаем гораздо больше прибыли. Давайте поговорим о главном. В Амбане остались такие большие рудники. Что это за дело на самом деле? Мне кажется, мы можем ему рассказать. Ладно. Господин Джингис, на самом деле у этих рудников лицензия на цинк. Процедура, налоги, вывоз за границу, все оформлено на него. Но мы обнаружили среди породы золотую жилу. То есть вы будете добывать золото с лицензией на цинк? Да. Мы берем на себя этот риск, и поэтому дело гораздо прибыльнее. Может быть, вы нашли инвестора? Как это? Что вы хотите этим сказать? Я согласен на 30. Ну, 30% нельзя считать отличным предложением. Но наше положение налицо. Джингис, мы уходим. По крайней мере, может, дадите нам одну ночь? Конечно. И визитку свою дам. Большое спасибо. Приятно было познакомиться. Госпожа, хорошего вечера. Хорошего вечера. Хорошего вечера, Джингис. Хорошего вечера. Иляй, подожди здесь, я провожу их и приду. Что будете пить? Я попрошу 1 бокал. И ручку, пожалуйста. О, господа, да. Приятного аппетита. Смотрю, вы проедаете мои деньги тут, верно? Нельзя заработать деньги, не потратив их, господин Сулейман. В 11 на нашем обычном месте. Приходи, пожалуйста. Спасибо большое. Приятного аппетита. Рассказывай, профессор. Что это за дело с Джингизом? Он стоит за этим золотым делом. Вам интересно? Вы получите свои деньги, знайте только это. Оставь эти номера. Что за дело вы задумали? Создание фирмы за 3 дня. Поиски инвесторов для золота. Разве эти деньги такие простые? Господин Сулейман, мы можем провести для вас личную презентацию. Прекрати, прекрати. Вы обмануть меня хотите? Послушайте меня. Если я не смогу получить свои деньги, клянусь вам. Я закопаю вас в бетон и ваши семьи. Тому, кто сломает мне ветку, я спилю все дерево. Имейте в виду. Я знаю эту фирму очень давно. Эту добывающую компанию. У меня был один преподаватель, когда я учился в Америке. Он был партнером из этой фирмы. А я был консультантом по инвестициям в этой фирме. Несколько месяцев назад я узнал, что из-за долгов компания оказалась в трудном положении. У них в шахте есть золото. Но они не могут его обработать. Я купил компанию. То есть? На мои деньги? Так было нужно. Вы получите свои деньги вместе с процентами. Я не прерву вас? Разве такое возможно, моя дорогая? Прошу, садись. Как дела, Эгимен? Хорошо, а у тебя? Ваша презентация впечатлила. Госпожа Иляй, познакомлю вас. Наш консультант по инвестициям, господин Эрфан. Госпожа Иляй работает с нами. Я очень ценю ее идеи. Очень приятно, господин Эрфан. Идя сюда, я видел господина Неджипа, он передал привет. Не хочу, чтобы он остался на мне грузом. Ему тоже привет. Кстати, ваш стол готов. Вот как?
С вашего разрешения. Приятного аппетита. Хорошего вечера. Приятного аппетита. Спасибо. Пойдем, дорогая. Или я хотела тебя увидеть. Я не смог тебе сказать. Большое спасибо. В 11 часов на нашем обычном месте. Пожалуйста, приходи. Ирфан? Что такое? Откуда ты в таком виде в такое время? Делового ужина. А эту одежду находит Агаман. Ирфан, в чем дело? Ты сказал, что уладишь дело с деньгами за неделю. Я стараюсь. Что мне сказать? Чего ты ждешь? Ладно. Хочу, чтобы ты сказал, я уладил дела. Ирфан, ты ничего не рассказываешь, я даже не знаю, что ты делаешь. Я стараюсь, да. Я занимаюсь кучей всего, ты должна это понимать. Что мне делать? Ну, я найду. Я найду деньги. Ладно? Знай это, и все. Я правда очень устала. Давай ложиться. Ирфан. Если бы не Денис, если бы я не забеременела, ты бы женился на мне? С чего это взялось? Просто подумала. В последнее время думаю о таком. Женился бы,
Не знаю, не думал я об этом. Все быстро так получилось. Мы с тобой стали не возлюбленными, а супругами. Стали отцом и матерью. То есть не женился бы? Я говорю, не знаю, как бы все развивалось. Но я никогда не сожалел. Не думал об этом. Ты подарила мне самый ценный и красивый подарок в мире. Ты мне все моря подарила. Подарила Дениза. Извините, вас можно? Можно попросить еще один кофе? Здесь самообслуживание. Правда? Извините, я здесь не была много лет. Вы садитесь, я принесу. Может, чаще будете приходить. Хорошо, спасибо. Молодец, папа. Очень красиво получилось. Еще сделай, только побольше. Хорошо, сделаю, сынок. Крышу покрашу в красный цвет, потом подарю нас. Станет очень красиво, если покрасишь крышу в красный цвет. Нас очень понравится. Я тоже с тобой пойду в университет, папа. Мне дома скучно. Я больше не иду в университет, сынок. На другой работе. Ты тоже сделал перерыв в учебе? Так скажем, делаю другую работу. Идем. Идем. Дорогой мой сынок. А какую работу выполняешь? Работа, которая подарит тебе прекрасное будущее. Это отныне моя единственная работа. Завтрак готов. Вперед. Не нужно. Что будет, если ты поговоришь с Ирфаном? Если бы у него были к тебе чувства, ты бы поняла это. Он понял мои чувства, чтобы я поняла его чувства. Он пришел. Пришел. Ты опозоришься. Предстанешь перед ним и что скажешь? Откуда ты знаешь, сестра? Может, и он чувствует что-то. Невозможно, чтобы он любил меня? Даже если опозорюсь, пусть знает, что люблю его. Не буду тянуть это бремя больше. Ирфан, слушай, я не говорила тебе, чтобы ты не расстраивалась. Его мама сказала. Он же встречается с какой-то девушкой. Иляй, что ли? Он на ней женится. Ты врешь.
Врешь, чтобы остановить меня. Да. Ирфан? Хотим и вас видеть на нашей свадьбе. Ирфан и Ляй. Софет изменился, что ли? Он ушел в 6 утра. Он и так в постоянном страхе. В прошлом месяце уволили 5 человек. Почему ты не отвечаешь на звонок при мне? Джингис предлагает встретиться на обеде. Во сколько и где? Я сказал, через час будем. Деньги идут, профессор. Тогда мне нужно срочно приехать. Да, срочно выходи. Я ухожу. Куда? У меня совещание. С кем? Это что за любопытство? Ты просто надушился парфюмом. Мне стало интересно. Здоровья твоим рукам. До свидания. Прошу, спасибо. Я могу получить счет? Или... Лучше принесите один чай. Сулейман, я спрашиваю в последний раз. Где Джинджер? Ты переходишь границы, как будто не знаешь меня. Я вынужден тебе напомнить. Я спрашиваю, где Джинджер? Так и будешь тосковать, пока не придешь в себя. Поняла меня? Хоть бы на собаку было похоже. Сулейман, послушай, скажи, где она. Эта собака не сможет жить на улице. Или ты скажешь мне, где она, или я знаю, что я сделаю. Сделай. Ни в чем себе не отказывай. А потом тем более не увидишь своего Джинджера. Бюшра, ты смогла что-то узнать? Кто? Кто такая Нихир? Сестра? Что? Минутку, хорошо. Успокойся, все нормально, мне объясни. Я поговорила с коллегами Нихир на ее работе, но ничего не удалось выяснить. А потом я проверила фирму, оказывается, семейный бизнес. Я это знаю. Они хорошая семья, их отец господин Ешар. Я знаю их. Они не двуличные, они вполне приличные люди. Да, они такие. А потом я спросила у охраны апартаментов. Приходит какой-то парень, говорит, что он жених. Оказывается, человек, который называл себя женихом, зять господина Ишара. Он женат, госпожа Кудрет, женат. То есть две сестры абсолютно одинаковые. Найди способ и сфотографируй их, когда они будут вместе. Я уже сделала это, госпожа Кудрет. Езжай!
Добро пожаловать. Не смотри на меня, как на незнакомку, Ирфан. Это я, Иляй. Давай, проходи, садись. Я много думала, Ирфан. С тех пор, как мы расстались, у меня было много времени подумать. Когда и где еще мы с тобой встретимся? Что я скажу, если встретимся, о чем поговорим? Много представляла. Теперь все улетело, Ирфан. Самое прекрасное, что осталось из прошлого, это воспоминания с тобой. Это были лучшие годы моей жизни. Зачем захотела увидеть меня? Я знаю, что ты пережил, Ирфан. Расстроилась из-за твоего сына. Очень расстроилась. Я захотела помочь. Пожалуйста, прими это. Умоляю, прими. Вдруг поможет. Что это? Это деньги Сулеймана? Ирфан, я не думала, что мы так встретимся, правда? Мы не встретились, Иляй. Я попал в ловушку. У меня нет прекрасных воспоминаний с тобой. Мы оба не хотели, чтобы так получилось. Нет, ты захотела. Ты захотела денег. И нашла. Ирфан, все не так, как ты думаешь. Сулейман же. Сулейман. Это человек олицетворяет гниль, против которой я боролся всю жизнь. И ты, Иляй, любовница этого человека. А ты? Человек, который нуждается в деньгах, любовница этого грязного человека. Хватит! Вместе Лучше бы я умер, чем видел тебя Интересно, такой. почему? Хоть соблюдал бы траур. Убирайся! Не смей больше попадаться мне на глаза. Не хочу видеть ни тебя, ни твои грязные деньги.
любовница. Я тебе покажу все. Господин Асгюр у себя? Это госпожа Нихир, я... Что происходит? Ты кто такая? Что это значит? Что это? Что это? Ты мне мы не хотели этого, но мы влюбились! Какая любовь? Какая любовь? Я тебе сейчас покажу! Иди сюда, иди! Меня! Я тебя уничтожу! Он мой муж! Я тебя уничтожу! Отпусти! Фейза! Фейза! Отойди, отойди, отойди! Асгюр! Отойди. Позвоните в скорую сейчас же. Асгюр! Это случайно! Асгюр! Ребенка потеряли! Хорошо, успокойся, все будет в порядке, ладно? Ничего не будет с нашим ребенком, скорая! Все хорошо, ничего не будет, успокойся. Все будет хорошо, ничего не будет. Пожалуйста. Это жизнь бумеранга. Вы кто такая? Я подумала, дело в вашей семье. Ваш отец в свое время был богатым. Но он обанкротился, и вы жили в нищете. Вот откуда эта ваша проблема с деньгами. Ваше желание смотреть на чужие деньги, чужих мужей. Куда ваши глаза глядят, туда и ноги идут. Ты похожа на свою сестру. Но всему конец. Что ты говоришь? Кто ты такая? Я человек, который спас тебя от великого греха. Пока ты не опозорилась бы, ты не спаслась бы. Скажи своей сестре, пусть оставит в покое моего мужа, если не хочет, чтобы с ней что-то плохое случилось. Держи. Держи, пусть будет у тебя. С такой головой ты еще много поплачешь. Господин Сулейман, сказали передать вам, что пришла ваша жена. Она забрала машину, водителя не хочет. Сама водит? Ладно мне. Эта женщина станет бедой для всего Стамбула. Хорошо, дочка. На сайте admiral3xa.best. Получи 1000 рублей. Вот какая ты хитрая, значит. Нет, ничего нет. Я просто задумалась. Ты боишься ножа? Нет, я не боюсь.
Это подарок отца, ношу всегда с собой. Послушай, это надо делать с ножом. Хочешь попробовать? Нет, не хочу. Вдруг какой несчастный случай. Не бойся, я научу тебя. Нет, господин Хасан, спасибо. Держи, Господин Хакан. держи. Дай руку. Смотри, будешь делать вот так. А ты талантливая. Молодец, хорошо справилась. Нет, это просто вы показали. Господин Хакан, когда придет господин Ирфан, вы не знаете, он забыл свою ручку. Кто такой Ирфан? Господин Ирфан приходил на встречу с вашим отцом. Он приходил с господином Эгименом. Он не придет больше. Как дела? Хорошо. Я пришел. Джингис. Что такое? Что-то с Денизом? Нет, в порядке, и Денис в порядке. Прежде чем прийти сюда, я увидел Эляй, попыталась дать мне деньги. Хорошо, девушка пытается помочь. Разве мы не нуждаемся в деньгах? Эгоман, не говори так, ради бога. Давай зайдем. Профессор, как вы? Хорошо, ты как? Тоже хорошо, профессор. Ты недавно начал? Нет, профессор, подменяй друга. Профессор, я давно у вас беспокоюсь. Я слышал, что один наш студент похлопотал против вас. Этой ситуации немного. У нас много работы. Господин Джингис пришел? Вот это да, профессор. Профессор, вы работаете с Джингизом? Нет. Нет. Занимайся своими делами, потом поговорим. Господин Джингис, как вы? Здравствуйте, добро пожаловать. Здравствуйте. Мы подумали над вашим предложением, господин Джингис. 130 нас устраивает. Мы решили принять. Даже приготовили определенный перечень договоров. Вам надо на это посмотреть. Подожди. Я тоже подумал про кое-что. Я не буду вашим инвестором. Я хочу эту шахту. Как это? Всю? Давай продадим. Ну что мы будем продавать? Что? Боже мой. Сынок, человек хочет забрать горное дело. Давай продадим. Ты с ума сошел? Что мы продадим? Фантастику, мечты, иллюзию. Человек считает это честным делом. Есть только шахты и все. Если он узнает, что у меня долг, если узнает, что шахты не работают, то он купит? Или всех своих финансистов и адвокатов на нас повесит? Человек спрашивает про все лицензии и соглашения. Что мы будем продавать у этой пустышки? Да чтоб тебя. Только этого не хватало. Мы вернулись к самому началу. Один есть. Ты встретился с Ирфаном. У него было такое же лицо, как у тебя. Это твоя работа.
Я поверила тебе как дурочка. Человек только не плюнул мне в лицо. Иляй, ты подросток? Ты вообще ничего не понимаешь? Если человек к тебе ничего не чувствует, был бы так зол. По эго Ирфана прошлась фура после того, как ты предложила деньги. Теперь он постоянно об этом думает. Ты должна нам помочь. Ты этой помощи еще долго будешь ждать, Эгимен. Иляй, если ты не поможешь, мы не сможем вернуть фирму. Мы не сможем собрать на операцию Дениза. Сулейман не оставит нас в покое. Ладно, забыли про Сулеймана. Инвесторы не оставят нас в покое. Ты должна нам помочь, Иляй. Это дело отныне не такое легкое. И если ты хочешь мои деньги, то ты тоже мне поможешь. Что? Ты мне поможешь, Эгимен. Как прошла встреча? Неплохо. Что делает сынок? Играет в комнате. Сынок? Папа? Иду. А ты любовница этого человека. А ты тот, кто нуждается в деньгах этого противного человека и его любовницы. Уходи отсюда! Мы вместе. Если бы Тони. ты умерла, я бы лучше скорбел. Больше никогда не появляйся передо мной. Не хочу видеть ни твое лицо, ни твои деньги. Ты тот, кто нуждается в деньгах этого противного Больше не человека. появляйся передо мной. Я хотела, чтобы за вечерним ужином мы были одни. Разве плохо? Моя Иляй, моя женщина, ты сводишь меня с ума. Стой, не надо столько. Почему? Я не принял лекарства от холестерина. И сахар в крови тоже выходит за рамки. Кто тебе про это говорит, Сулейман? Доктор говорит. Да? Забудь про доктора. Кто хочет, чтобы ты себя чувствовал старым и больным? Хорошо подумай. У тебя ничего нет, Сулейман. Ты еще молодым фору дашь. Давай, начинай. Я сегодня поговорила с Эгименом. Я не хочу, чтобы ты виделась с этим идиотом, Иляй. Я позвонила Сулейману. Я хочу пустить в оборот свои деньги. Снова эта тема. Иляй, эти люди меня обманули. Я столько убытка потерпел. Плюс к этому мы дадим им деньги. Я тоже. Думаю, что они настолько умны и храбры, что смогли тебя обмануть. Сулейман, я смотрю на это с другой стороны. Они даже убедили Джингиза Асаргула. Ты в курсе? Ты ничего не знаешь. В тот день я первая подняла руку. Но ты, кроме того, чтобы кричать на меня, ничем больше не был занят. Ладно, пускай они заплатят мне деньги и потом молятся, что еще живут. Сулейман, я уже год как не очень интересуюсь работой. Но и не та женщина, которая останется дома домохозяйкой. Я всю жизнь свои деньги зарабатывала сама. И этот проект «Вавилон». Я буду инвестировать, это мое решение. А мое решение такое. Я не хочу, чтобы ты давала этим людям деньги. Ты сказал мне, что деньги твои. Как хочешь, так и трать. Что хочешь, делай. Не говорил? Да, говорил. Тогда не давай обещания, которые не сможешь сдержать. Боже мой, Кто это? я не поняла. Кто знает этот адрес? Нихир? Ты разрушила мою жизнь. Я потеряла все из-за тебя.
Азгюра, работу, все! Нихир, что произошло? Почему плачешь? Эта женщина, жена Сулеймана, использовала меня, чтобы угрожать тебе! Все обо всем узнали, жена Азгюра потеряла ребенка! Во всем этом виновата ты! Я была наказана из-за того, что ты с этим человеком! Нихир, я очень расстроена. Я не знаю, почему она так сделала. Все случилось из-за того, что ты вместе с этим человеком! За все твои капризы я расплачиваюсь! Я! Больше никогда не приближайся ко мне! Уйди из моей жизни! Нихир! Ты видел, что она творит? Наказывает мою сестру, потому что со мной не справилась. Поднимает на нее руку, которая не поднялась на меня. Везде ты! Иляй, Не трогай! я больше не позволю, чтобы ты расстраивалась. Оставь, я больше ни во что такое не верю. Чего ты ждешь? Я буду вешаться на твою шею, как будто ничего не произошло? Она расплатится за это. Кудрет будет так же больно, как и тебе. Обещаю. Мне больше никто не сможет причинить боль, Сулейман. Понял? Никто. Иди домой. Иди домой к своей жене, давай. Иляй, Никаких Иляй нет! Мне уже это надоело, Сулейман. Мне надоело слышать и переживать все это. Понимаешь, мне надоело с трудом находить себе место в твоей фирме. Мне надоело, что мне приходится брать у тебя разрешение, чтобы сделать инвестиции. Я терплю все это ради тебя, правда. Но если моя сестра станет предметом споров, это дело не получится. приятель, я положил рубашку и брюки в шкаф. Скажешь шефу? Я ухожу, ладно? Я возьму тебе чай. Приятель, я не буду. У меня дома ситуация запутанная. Брат, никаких проблем. Антрикот, филе лосося, чизкейк Сан-Себастьян. Эти типы заказали, не съели. Спасибо, брат, честное слово, ты великий. И мне нравится то, что у них есть. Как твоя мама? Также болеет. Ей надоело жить. Живем очень бедно, просто как нищие. Мы как горы в этом доме. У меня такая же модель, сынок. Кстати, если будет работенка, сообщи мне. Я приду и буду тут. Что ты сделал с учебой? Бросил? Какая учеба, брат, ради бога, мы же видим тех, кто учится. Ты пошел учил 4 года социологию на вершине горы, забытой богом. Пришел и моешь тут посуду. Я мою посуду, но я знаю, что это проблема неравенства общества. Сынок, ты столько учился, закончил бы хоть. Приятель, мама не может работать, ты же знаешь. Если будут отправлять деньги на расходы, они останутся голодными. Правда, и сейчас не доедаются досыта. Брат, нет ли тут каких-нибудь вакансий? Нет работы, парень. Нас было тут 5 человек, 3 прогнали. Я работаю 13-14 часов по 7 дней в неделю и молчу. Если что-то скажу, моментально окажусь за дверью. По крайней мере, ты ешь еду высшего общества. Иначе бы ты антрикот видел только во сне. Нет, откуда нам видеть? А тут едим. Давай, увидимся, легкой работы. Давай, пока. Мы же сказали, отдадим в пятницу, мы же не убегаем. Сегодня-завтра, уже 3 месяца прошло. Если вы завтра не освободите квартиру, то знаешь, что я сделаю? Что ты сделаешь? Что ты сделаешь? Давай, сделай! Клянусь, я обрушу этот дом тебе на голову. Мерт, не надо. Тогда ты отдашь мои деньги. Вы ходите с последними моделями телефона в кармане. Какое тебе дело до телефона в моем кармане? Тебе какое дело? Иди и принеси мой пистолет. Давай, принеси. Чтобы я больше тут тебя не видел, иначе создам проблемы. Пускай Бог тебя накажет. Я приду к вам с полицией. Шагай, приходи с полицией, приходи с полицией. Брат, у тебя же нет пистолета. Нет. Ты такой наивный, мне даже смешно. Конечно же нет. Но если у брата будут проблемы, то у него и пистолет, и ружье есть. Ладно, ладно, проходи. Давай, проходи. Подожди, я принесу вам еды. Где она? Кошка есть грязная. Еда пропала. Подожди, ладно, ладно. Давай, пошли.
Денег твоего отца хватит только на свет и воду. А этот надоедливый опять завтра заявится. Сегодня мне за день дали 80 лир. И еще остались 50 лир чаевых. Возьми их, заплатишь за воду, разберешься, ладно? Слава богу, сынок, ты нашел эту работу. А что они сказали? Позвали тебя? Ты завтра тоже пойдешь? Пойду, буду продолжать. Я сказал тебе держаться подальше от Ильяй. Ты не послушалась. Ты заплатила за это. Дай бог, ты извлечешь урок. Поумнеешь, госпожа Кудрет. Папа, Сынок, у тебя тоже сон ушел? про него говорят, что он пропал, сынок. У тебя тоже пропал сон? Давай, положи голову на подушку, думай о хорошем. Я так и сделал, но не смог заснуть. Денис, давай, положи голову и спи, давай. А куда ты идешь? Проходи. Стой, сынок, стой. Ах, жаль. Мы все еще не поиграли. Да, сынок, ты прав. Поиграем завтра, не беспокойся. Я точно у тебя выиграю? Жаль, что он засох. Точно выиграешь, сынок. Ты прекрасно играешь. Сынок, когда я был в твоем возрасте, у нас даже телевизора не было. Даже электричество периодически исчезало. Папа играл перед нами вечером при свете свеч Карагюза и Хадживата. Сейчас, когда я так рассказываю, кажется, что мое детство было в каменном периоде, не так ли? Подожди, тут должно быть кое-что. Вот тут, где-то должно быть. Смотри, вот тут. Смотри. Знаешь, что это? Кофта. Кофта-то кофта. Ну чья кофта? Кофта моего папы. Кофта твоего дедушки. Иди сюда. Давай, снимай, снимай. Продевай в рукав. Скучаешь по дедушке? Соскучился, сынок. Очень соскучился. Если бы он смог тебя увидеть. Ты знаешь, как растить все эти саженцы? Как сажать семена? Какому дереву сколько нужно воды и сколько ему нужно солнца? Про прививки, всему этому отец меня научил. А я тебя научу всему. Спой дедушкину песню. Спою. Иди-ка сюда. Köprüsü Hasan dardır geçilmez
bre Hasan, dardır geçilmez. Soğuktur sular bre Hasan, bir tası içilmez. Soğuktur sular bre Hasan, bir tası içilmez. Anadan geçilir Hasan, yardan geçilmez bre Hasan, yardan geçilmez. At Mardini devreli Hasan, dağlar ilesin. Drama köprüsünde bre Hasan, dostlar dinlesin. Mezar taşlarını Hasan, koyun mu sandın bre Hasan, koyun mu sandın? Adam öldürmeyi bre Hasan, oyun mu sandın? Я разбудил тебя? Нет, я просто не могла уснуть. А вы откуда пришли? Сын тоже не смог уснуть. Я спустил его вниз. А потом он уснул у меня на руках. Да? Ты что, копаешься в моем телефоне? Ты что, установил пароль на телефоне? Что ты затеваешь, Ирфан? Пароль день рождения Дениза. Если бы спросила, то сказал. А ты о чем подумала? Пришла невестка Ирфана. Они помолвятся. Помолвку делают со стороны невесты, но кажется, у нее нет родителей. Ты видела ее? Она очень красивая. Да ты что? Все бегают за тобой. А ты плачешь из-за Ирфана? Забудь его. Эда! Поздравляю и желаю счастья на всю жизнь. Кажется, ножницы не режут. Поздравляю вас.
Дайте поцелую. Посмотрите сюда. Большое Спасибо спасибо. большое. Спасибо. Интересно, кольца уже надели? Пришли, мы пришли. Хорошо, разве я не могу просто переживать, любимый? Это кресло, которое мама называла твоим приданым? Да. Вот так. Правда? Ну как? Тебе не понравилось? Как это? Хорошо, ладно. Тогда не будем брать, если не хочешь. Иди ко мне. Оно будет стоять в моем кабинете. Ну как? Что скажешь? Ну ладно, видишь, ты и сам особо не хочешь. Тогда просто не возьмешь и все. Нельзя так? Что значит не хочу? Я как раз хочу. С этим креслом я провел много лет. Оно путешествовало со мной по деревням. Для меня оно очень дорого. Я отказываюсь от него, потому что ты не хочешь. Не делай, кто-нибудь зайдет, не делай так. Тогда, значит, ты любишь меня так сильно, что отказываешься от своего дорогого сердцу кресла. Ты что, проверяешь меня? Проверяю. Я не советую. Я не проверяю. Я ради тебя могу отказаться от всего. Мама, можешь подойти? Иду, сынок. Госпожа Иляй! Госпожа Иляй, ваш телефон. Спасибо большое. Это вам. Очень красивый, огромный, как сад. У вас особенная дата? Годовщина? Чтобы загладить вину. В одном из домов, в которых раньше работала, была одна женщина, лет 50, поменявшая 6 мужей. Она говорила, подарок будет настолько большим, насколько велика ошибка. Все правильно. Поставь около камина. Ну что, это твоя госпожа? Что делала, когда получала такие большие подарки? Делала все, что обычно делают женщины в таких случаях. Била его газетой по носу. То есть... Мужчин нужно наказывать, если они оплошали, а иначе они не образумятся, говорила она. Правильные слова, ничего не скажешь. Я приготовлю вам кофе. Спасибо. Слушаю, Сулейман. Моя королева. Ты получила цветы? Получила, спасибо. Но я тебе сказала, что хотела сказать. Нашу проблему не решить цветами.
Никто не знает, что я переживаю. Никто. 7 лет эти мысли во мне каждый день изводила себя, каждый день изводила себя, каждый день. Он помолвился с Илай. Ладно, думаю, не моя судьба, закопаю в своем сердце. Ты знаешь, сестра? Да, Денис услышит. Сестра, я не хотела, чтобы так получилось. Не хотела. Эда, сестра, с тобой что-то случилось? Ты не можешь рассказать, не говоришь. Этот Эгимен что-то плохое сделал? Нет, не так. Вы поехали в село, а я сказала, что останусь дома, якобы буду делать уроки. В тот вечер я плакала, и тогда приехал Эгимен. Я знал, что у него чувства ко мне. Не плачь. Сказал, что заставит забыть все. Знаешь, он может все сделать, если пожелает. Он все делал, и деньги у него были. Тогда он и своего отца погубил. Он гулял со мной, угощал, одевал. А я тупой была, наивной, молодой. Повелась, ослепла от всего этого, совсем ослепла. Случилось уж. А потом он исчез. Когда узнала, что беременна, то подумала, ладно, я убью себя. Но не смогла сделать, сестра. Не смогла так с ним поступить. Каждый день думала, еще денек, и не смогла. Мама! Я должна была принести его игрушки. Сестра, ничего в жизни не случается просто так. Ты не захотела убивать, и Всевышний тоже. Захотела, чтобы этот ребенок жил. Так и случилось. Иду, сынок. Слушаю. Да, господин Сулейман. Хорошо, я передам адвокату, юридический отдел решит. Да, хорошо. Хорошо, я сделаю. Слушаю. Хорошо, дела закончу и сразу приду. Хорошо. Господин Хакан, меня вызывали? Проходи, Айша. Просто поймем, в чем твоя проблема? Не поняла? Ты рассказала информацию о себе, когда начала работать у нас. Адрес и рекомендации. Да, есть проблема? Не знаю. Это и смотрю. То есть, сейчас плохое время, ты это знаешь. Нельзя всем доверять, верно? Смотришь на лицо, думаешь наивный. А оказывается чертенком в омуте. Будь осторожна тоже, ладно? Я тоже буду осторожным. Не пойму, кого вы имеете в виду? Тебя имею в виду. Тебя нет в интернете. В чем твоя проблема? Да. Это господин Хакан. Тебя нет в интернете, ладно. У мамы даже есть счет. Или ты просто не хочешь, чтобы у тебя был счет? Хочешь, чтобы тебя не нашли? Или скрываешься от кого-то? Да, у меня был счет, но по личным обстоятельствам его больше нет, к сожалению.
Стой, шучу, не обижайся. Нет, не обижаюсь. Ну что вы, я совсем не обижаюсь. Хотел тебя добавить. Увидел, что тебя нет нигде, стало любопытно. Ты скрытная? К сожалению, еще какое-то время буду скрытой. Ладно, если ничего не хотите от меня, я пойду, ваш отец кое-что просил. Конечно, иди, потом продолжим. Что такое зять? Ты ищешь офис? Для работы понадобится. Слушаю. Минутку, подожди. Эда? Что-то случилось? Подожди. Что такое? Говори. Не ходи вокруг да около. Выкладывай, в чем дело, давай. Хорошо, приходите и поговорим лично. Эда, что происходит? Ирфан что-то скрывает, он что-то задумал. Что это значит? Иляй, уверена, он с ней встречается. Еще чего, откуда ты это взяла? Называй это паранойей или сумасшествием. Что-то во мне говорит, что он встречается с этой женщиной. Ладно, мне нужно уйти. Хорошо. Где твоя сумка? У тебя есть деньги? Какие деньги? Успокойся. Что ты будешь делать? Что делать? Преследовать. Мне надо удостовериться. Увижу, что бы это ни было. Разве Ирфан такой человек? И что будет, если он заметит? Не преувеличивай. Сестра, ты не понимаешь, эта женщина станет причиной развала нашей семьи. Сынок? Я пойду и вернусь быстро, хорошо, сынок? Хорошо, мама. Будь внимательным. Мы приехали не в слишком хорошее место, профессор. Сегодня присмотрю заведение. Есть несколько мест, которые я присмотрел. Если бы ты принял деньги Иляи, мы были бы спасены. У меня другие расчеты, у нас еще есть время. Тогда ладно, мы открываемся народу, не будем смотреть 3 или 5. И условия в 100 тысяч тоже нет. Мы же с тобой договаривались, что не будем класть глаз на деньги бедняков. Ты не хочешь ни так, ни этак, тогда сам решай. Прошу прощения. Прошу прощения. Еще не начав все это, я сказал тебе все, что думаю, все условия. Ничего не скрыл, и ты согласился. Ты не можешь сейчас изменить мнение, не ставь меня в трудное положение. Госпожа? Что вы делаете? Госпожа! Госпожа, секунду! Я зову охрану. Послушайте, никого не зовите.
Они стоят 500 лир. У меня нет денег, но я хочу твою карту от номеров. Пожалуйста, дай. Ирфан! Да? Где он? Где Ирфан? Только что ушел. Вы не встретились? Что ты здесь ищешь? Ты следишь за Ирфаном? Слушаю. Сейчас же приходите, нам надо поговорить. Понятно, придем. Неизвестно, что он задумал, что и с кем он делает. Мы работаем, инвестиции. Эгимен, с кем встречается Ирфан? С Иляй? Что ты говоришь? Не ври мне. Не говори глупости. Ты мне не веришь? Ага. Отправь его, не подавай вида. Эгомен? Ирфан! Парень. Твоя мама зовет. Ох, Эге. Я думала, это тетя Симай. Шагай. Прямо дежавю получилось. Эгимен, прошу, не говори ничего. Прошу. Сулейман позвонил. Ждет нас. Что? Куда? Ждет нас в офис. Давай, собирайся, узнаем, что и зачем. Я уже готов, жди, сейчас же приду. Интересно, что вы задумали? Приглашение госпожи Иляй? Пусть Бог вас накажет. Я думал, что мы не увидим лица этого Сулеймана до следующей выплаты. Если бы это не было срочно, он, наверное, бы не позвал. Эге, что происходит? Нет, не знаю, поймем, когда придем. Если ты что-то знаешь, то говори, будет очень плохо. Нет, честное слово, ничего не знаю. Будем молиться, чтобы Сулейман не узнал про это дело с Илей. Господин Сулейман, если нет никаких требований, я могу идти? Иди. Спасибо, хорошего вечера. Казино «Адмирал X» дарит 1000 рублей за регистрацию на сайте admiral3x.best. Куда ты? Я домой? Все время это таинственность, такое поведение. Значит, в этом твоя фишка. Нет, ну что вы, какая таинственность. Давай, пошли, я тебя отвезу. Нет, спасибо, я сама доеду.
Господин Хакан? Господин Хакан! Насильник. Никак не закончитесь. Я тут подумал. Вы слишком легко отделались. Пошли к Джингизу, инвестиции и все прочее, моими деньгами пользуетесь. Сколько денег вложил Джингиз? Джингиз ничего не вложил, он захотел купить. Но мы не согласились. Не беспокойтесь, мы найдем других инвесторов. Хорошо получилось. У меня есть другие планы. Что это? Ключи от одного из офисов в жилом комплексе. Теперь все, что вы будете делать, я буду контролировать. Я все буду знать, с кем и что вы проворачиваете. Входи, Иляй. Я как раз хотел сказать про тебя. Госпожа Иляй, ваш новый инвестор. Госпожа Иляй будет вкладывать инвестиции. И будет вместо меня следить за вами. Мы не согласны. Почему, господин Ирфан? Потому что я не хочу. Тебя никто не спрашивал, профессор. Секунду, Сулейман. Я уверена, что господин Ирфан согласится, Эгимен. Тебя что-то смущает? Мне кажется, нет. Отличная идея. Тогда поздравляю, господин Ирфан. Госпожа, это закрытая территория. Я знаю, я кое-кого ищу. Наверху идет совещание. А вы кому? Илья Хюдже еще здесь? Спасибо за ваше предложение, но мы не можем принять такое. Ты кто такой, что отказываешься нашему предложению? К тому же в таком положении. В нашем положении нет ничего такого. Может, нам просто спокойно поговорить? Говорить не о чем, Эгимен. Профессор, кажется, нас все еще не узнала. Ты расскажи ему еще раз. Я вас хорошо знаю. Это вы узнаете, какие мы. Что тебе, Кудрет? Что? Говори помедленнее. Где? Что тебе нужно? В чем проблема? А как по-твоему? У меня такая же проблема, как у тебя, Ирфан. Забрать деньги, понял? Ах да? Почему же я не верю тебе? Может, из-за твоей надменности? Почему в этом мире только ты знаешь, как лучшие деньги нужны только тебе? Иляй, Ирфан, сейчас время для этого? А ты молчи, с тобой потом поговорим. Я здесь, чтобы спасти жизнь своего сына. Я не встречаюсь с этим мужчиной ради машин класса люкс и сумки с деньгами, как ты. Конечно. Конечно. Он снова знает лучше всех, не так ли, Эгимен? Хочешь ты или нет, это партнерство будет. Ты понял, Ирфан? Теперь я жду не дождусь, чтобы видеть то, как ты лижешь задницы клиентам, чтобы заработать деньги. Знай это. Хорошо. Тогда я подожду, пока они не придут. Тогда проходите, садитесь, ждите там. Что случилось с сыном? Как дела? Его везут в больницу. Он в скорой помощи. Что же случилось? Кто и что сделал? Откуда мне знать? Наш сын не в себе. Его везут в больницу в Маслаке. Хорошо, приезжай скорее, давай. Хорошо, я еду. Прошу вас. Водителя позови. Кто эта женщина? Она заладила, что хочет увидеться с госпожой Илей. Не говорить свое имя.
Фирма наша, дело наше, мы не подписываем. У вас нет такой возможности, господин Ну, Ирфан. конечно, я смотрю, ты привыкла к мафиозным делам. Ты сначала скажи, чтобы мы знали, что будет, если мы не подпишем. Но когда вам приспичит, вы идете к мафии. Хватит. Если Сулейман узнает о ваших отношениях, то нам всем конец. Придите в себя. Я пойду и взгляну. Вы немного успокойтесь. Что такое? Вы ищете госпожу Иляй? А вы кто такой? Я хозяин всего этого. Это ты кто такая? Зачем тебе Иляй? Продолжение следует.